Всем привет, дорогие подписчики! Сейчас буду жарить мясо. Нарезал. Это мясо жеребятины. Не знаю, у вас жеребятины делают, нет? Беру свою отбивнушку, колотушку. Видели видео, наверное? Своими руками делал. Из березки. Все, отбиваем так. Снял все, кожицу снял, ну, кости соответственно, лишний жир снял. Так, мясо отбиваем. Будем делать, как там по-западному говорят, стейки. Стейки в кастрюле. Да. Сейчас я сделаю, потом продолжим дальше. Все, вот мясо отбил. Теперь приправляем приправой. Приправу смотрите любую. Я использую приправу для говядины. Хотя это мясо жеребятины, но приправы такой нет для жеребятины. Для говядины пойдет. Можете, кто перченое хочет, перчика добавить, соли по вкусу, на вкус. Еще такой, тут травка есть, приправка, травка. И все перемешиваем это все. И будем жарить. И она как-то сварится, когда она напоминает как-то шашлык. Дома же костер не будешь делать. Все, это приправка у меня с солью. Можно даже еще соли добавить немножко. Так, соляночка. Можно подсолить. Подмешать. И пускай она немножко настоится. А тут быстро. Да, я шибко так долго не делаю, чтобы она настаивалась. Пока там приготовим кастрюльку, масло зальем. Она уже быстро пропитается. Потому что она, мясо, видите, она жеребятина мясо, она же оттаяла. Я ее отбил. Такими делайте кусочками. Тонкими не делайте. То сгорит. Такими брусочками. Ну, как получится. Желательно потолще, потому что она быстро готовится. Можете, кто нравится, среднюю прожарку сделать, кто полную прожарку. Кто с кровью любит, можно чуток поджарить. Жеребятину сырой можно кушать. Все. Сейчас будем готовить кастрюльку. Вот кастрюлька обычная. Делаю в кастрюльке, потому что масло брызгать будет. Обычная кастрюлька. Крышечкой с сеточкой. И закрываю салфеткой, чтобы масло не брызгало. Хоть она и сеткой, все равно брызгает. Потом сейчас налью растительного масла. Масло растительное. Подсолнечное. Можно кукурузное. А без разницы. Ну так наливаю побольше, чтобы она не прилипала к дну. Сейчас я покажу. Где-то вот так. Так, все, проверяем масло. Масло загорелось. Приготавливаем крышечку. И ложим
вилочку. Ложим мясо. Сейчас пока готовлю на большой комфорке. Потом посмотрю, если слишком масло будет пригорать. Ну, на маленький огонь поставим. Видите, как шкварчит. И мясо жеребятина, она готовится быстро, то что удобно. Все. Первую партию я положил. Вот, смотрите. Она жарится, даже не брызгается. Я ее чуть-чуть подрумянила. Сейчас пока так сразу же можно перевернуть. Очень хорошо варить в кастрюле. Если без кастрюли, в сковородке, там сейчас вся плитка будет в масле. Все, можно крышечкой накрыть. Подсолнечное масло. Сейчас я покажу вам. Вот на бутылке делаю вот такой из поролончика кружок. Можно чуть-чуть поменьше, но я побольше делаю. Все, когда наливаешь масло сюда, если капает, оно вот сюда капает. Вот. И тут поролонится, а бутылка сухая. Такое маленькое ноу-хау можете использовать. Давайте сейчас посмотрим наше мясо. Вот. Она очень хорошо быстро готовится. Да, можно в принципе не переворачивать. Пускай готовится. Видите, здесь кровь уходит потихонечку. Можно чуть-чуть вот так пошевелить. Она уменьшилась. Можно сюда еще добросить мяса. Не боимся, ложим. Так, руками. Все. Положили вилочкой. Разровняли. Все. И готовится так, шкварчит. Накроем крышечкой. Так, ну все. Сварилось наше мясо. Еще раз говорю, мясо жеребятины. Сейчас будем пробовать. Зарежем. Делаем вилочку. Якутским ножом. Можно его, только хочет, резать. Я его еще немножко отбил. Можно и не отбивать. Вот такое получилось мясо. Давайте еще какой-нибудь кусочек возьмем. Вот этот, например. А на гарнир можете пюре сделать с гречкой. Я сейчас макарошки делаю. Сейчас они уже сварятся. Все. И с макарошками кушать милое дело. Вот такое мясо получается, жеребятина. Жареная в кастрюльке. Вот такое оно поджаренное. Всем приятного аппетита. Готовьте. До свидания.